Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. С кем по судьбе у вас скоро будет знакомство? Давайте посмотрим, что за новый человек идет по судьбе в вашу жизнь. Загадайте, пожалуйста, на себя, и нужная и важная информация к вам пусть придет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную, но и полезную информацию. Ух ты, смотрите, вот тут показано. И здесь показано. Ну, отсыпка общая, да. Мои хорошие, не забывайте. У кого-то проиграется одно знакомство, у кого-то сразу два знакомства проиграются. И оба эти знакомства вам по судьбе. Но есть один нюанс. Вот смотрите, вот это первое знакомство, которое у вас идет с левой стороны. Вот здесь нюанс. Знаете какой? Вам суждено познакомиться в самое ближайшее время. Ну, буквально вот со дня на день, да, будет знакомство. Вы с человеком познакомитесь, а потом вы друг друга долго не увидите. Но вы друг друга уже знаете, и при следующей встрече вы друг друга узнаете и начнете уже как не знакомство, а именно встреча. Смотрите, буквально кто-то из девчонок вот со дня на день познакомится с мужчиной, с кем у вас ну, вот роман будет, да, настоящий любовный роман, а у кого-то и даже с продолжением, да, роман, который перетечет плавно в тихую, спокойную семейную жизнь. То есть человек, который в будущем будет предлагать вам кольцо. И кольцо, ну, как двойное кольцо, да, помолвка, помолвочное кольцо и вот это, которое, когда замуж выходишь, обручальное, вот вспомнила, как оно называется. Не сейчас, где-то в течение нескольких месяцев, да, либо через несколько месяцев, у кого-то даже и через полгода может отыграться. Ну а знакомство произойдет вот со дня на день. Вас кто-то познакомит, либо кто-то будет рядом, когда у вас случится знакомство, потому что здесь вот как наблюдатели какие-то есть. Знакомство у вас идет в каком-то месте, как, знаете, казенный дом, публичное место, может это парк, может это магазин, может вообще госорганизация, в банке вот познакомитесь, да, либо где-нибудь там пойдете проблемы решать, да, либо какие-то бланки там получать, справки получать, познакомитесь. Вам будет не до знакомства, и вы как-то, знаете, ну не очень, да, как в настроении будете знакомиться. А мужчина, наоборот, не упустит возможности познакомиться, будет навязчивым. Вот мне идет, что он навязчивый, он цепляется, он прям не отстает, вы не можете его игнорировать, и как-то сквозь зубы вы с ним познакомитесь. На вас этот мужчина никакого особого впечатления не произведет, кроме того, что вы посчитаете, что он очень навязчивый. Вы даже особо лицо рассматривать не будете. Как-то скажете: ой, мне так некогда, еще лезет ко мне со своими знакомствами. Вообще не до тебя, да, вот как-то так у вас идет. А мужчине вы сразу понравитесь, мужчина сразу вами загорится. Не могу сказать, что прям влюбится с первого взгляда, но тем не менее вы произведете впечатление. Впечатление очень такое серьезное. И не отстает, пока не знакомится, хотя бы вот имя ваше узнать. Да? Он, конечно, и телефон будет просить, но навряд ли вы дадите. Хотя если он знакомый вашего знакомого, либо знакомый, то, может быть, получит этот телефон ваш, но не от вас, а от того другого человека. Если никаких знакомых не будет, то человек прям пристает к вам: вот дай телефон, либо дай соцсети. Вот будет обломом, да, если вы не ведете соцсети. Ну и телефон, конечно, зачем вам давать телефон какому-то незнакомому дядьке, которого вы видите в первый раз.
У него такое настроение будет, знаете, вот шутливое, игривое, какое-то такое, знаете, как мальчишка. А у вас наоборот, вы такая сконцентрированная на каком-то деле, на какой-то задаче, вы о чем-то таком серьезном думаете, вам вообще не до знакомств. И еще, смотрите, у нас сейчас с вами началось новолуние, да? И все, что происходит на новолуние, в момент, когда Луна растет, оно все в долгую проигрывается и во благо. Вот, так что у вас знакомство прям в руку идет. Но серьезно, 2 кольца вам будет предлагать. Сейчас я хочу немножко его просмотреть. Ну, Солнцем, конечно, красавчик, яркий, успешный. Либо суждено успеха добиться в жизни, да. Вы все разные. У кого-то уже мужчина успешный, а у кого-то все впереди. Ну, такой неплохой. Так, загадочный. Загадочный мужчина. Мужчина, который какую-то потерю пережил, и ему это болит. Потеря была, может быть, там родители, может быть, овдовел. Ну, что-то было, может, друг лучший, да, может, кто-то из родственников. Потеря, которая болит, и он не готов. Вот я поняла, почему у вас знакомство происходит сейчас, а отношения будут только лишь в будущем. Потому что мужчина не готов к отношениям. Не в том он состоянии, понимаете, у него боль на сердце. Боль. Но вы та женщина, которая поможет ему справиться с его болью, которая выведет его из этого состояния. То есть, возможно, за долгое время вы единственная женщина, которая ему понравилась, благодаря которой он перестал ощущать, либо на какое-то время забылся по поводу этой боли. Вот я что вижу. А мужчина, он с большой буквы. Кстати, его еще показали, смотрите, вы ему по пояс. Да? Может быть, он очень высокого роста. Либо имеется в виду, что он вот такой прям сильный, серьезный, статусный мужчина. Так, я еще хочу посмотреть, что у вас там, как в будущем сложится, да? Как у вас сложится? Ну, рыба хорошо сложится. Страсти много будет в отношениях. Солнце. Даже не хочу больше добавлять. Рыбы — любовь, дом — полная чаша, полноценные отношения, эмпатия, эмоции зашкаливают, нежность, ласка. По метле 100% будут страсти. Ваши отношения нельзя назвать какими-то вялотекущими. Много огня, много экспрессии, много искр во все стороны. Особенно вот в интимном плане вы друг другу очень будете подходить, да, друг друга прям будете полностью удовлетворять. Ну и по Солнцу это счастливые отношения. Отношения счастливые как и для женщины, так и для мужчины. Вот. Смотрите, мои хорошие, понятно, многим хочется выйти из одиночества здесь и сейчас. Да? Но видите, как показали, что мужчина после потери еще не пришел в себя. Зачем вам сейчас раненый мужик? Ну вот правда, хотите стать его подушкой? Если вы станете его подушкой, его утешалкой, он всегда будет вспоминать про свою боль. И это негативно может повлиять на ваши отношения. А тут видите, как происходит, да? Он вас видит, и он испытывает к вам интерес, да? Желание, интерес. И он забывает про свою боль благодаря вам. И поскольку это знакомство по судьбе, да, судьба знает, что делает, то есть она ему вас показала, он прям испытал это чувство, да, забылся по поводу своей боли, на вас сконцентрировался. Потом судьба его отводит, чтобы он полностью проработал свою боль, чтобы он ее принял как есть, да, чтобы ему так сильно не болело, чтобы он немножко успокоился. Но успокаиваться он будет именно мыслями о вас. Вы его лекарство. Вот. О вас он начнет мечтать, к вам он начнет стремиться, да, и это будет его успокаивать и отвлекать от его боли. И когда вы через несколько месяцев встретитесь опять, а вы точно встретитесь, вот показано с правой стороны, смотрите, с левой стороны показано, что он вас за руку берет, а вы отбиваетесь. А вот с левой стороны показано, что он вас на руках несет, а вы его так за шею обнимаете, за плечи. Понимаете, вот какие разные это отношения, да, разное общение. Когда вы встретитесь в следующий раз, то уже мужчина будет свободен от боли, либо он научится как-то, да, себя брать в руки.
И, возможно, он так и скажет вам, что благодаря тебе я пережил самое страшное время в моей жизни. Да? Я не сломался, я не опустился, я не ушел во все тяжкие, все благодаря тебе. То есть вы правду узнаете, то есть он вам все расскажет. Но это будет уже спустя несколько месяцев. Как долго ждать? Ну, я не могу сказать. Это общая отсыпка. У кого-то 2 месяца, у кого-то 3, у кого-то 6, у кого-то, может, и 8 отыграется. Но вот идет такая информация. Все не случайно, все не просто так. Да, но все стрелки указывают на правую сторону, а на правой стороне он несет вас на руках. И вы его обнимаете, то есть вы не вырываетесь, вам, значит, приятно, вы с этим согласны, получаете свое удовольствие от того, что мужчина несет вас на руках. Не могу ничего сказать про него, кроме того, что он очень какой-то крутой человек, ну и то, что у него действительно то ли какой-то талант, то ли особые выдающиеся способности, то ли ему суждено вот стать каким-то знаменитым, известным, там, не знаю, популярным, занять какую-то очень важную роль, должность, да, что-то возглавить. Потому что он солнце, он выше всех. Выше всех. И еще у этого мужчины очень хорошая генетика. Девушки, которые хотят деток, вот прям то, что надо, то, что доктор прописал, очень хорошая генетика. И деткам это передастся. Плюс у него вот правильные мужские черты лица. То есть он не какой-то смазливый красавчик и не какой-то там бабуин, да? А у него очень правильные черты лица, очень красивая фигура. Вот как у мужчин, да, мужчины тоже разные бывают. Там у них и ножки короткие могут быть, кривенькие, и широкое туловище, да, и тонкие ручки-ножки. А у этого прям, знаете, вот как у пловца фигура. Вот прям атлет, красавец, мужчина. Ну, что я вам рассказываю, вы сами скоро это все увидите и поймете. Хотя вы, может быть, и не сильно будете его рассматривать, да, потому что вот вижу, что чем-то заняты, вам не до мужчин. Даже если очень хотите с кем-то познакомиться, но вот такой момент он подгадает, чтобы к вам подойти, что вам будет не до него. А поскольку вы человек очень ответственный, скоординированный, вы не любите отвлекаться, ненавидите, когда вас отвлекают, тем более вы стараетесь все делать сразу и правильно, да? А он как раз-таки будет отвлекать, и вы не сильно на него внимание обращаете, да? Многие даже не запомнят особо, как он там выглядел. Имя, может, не запомните. Как выглядел, может, и запомните, но имя точно не запомните. А потом, когда у вас будет следующая встреча, он вам все напомнит, и вы уже будете не заняты, наоборот, даже, да, как-то очень положительно отнесетесь. Дай бог, да, как говорится. Так, второе знакомство по судьбе, оно не про любовь, сразу говорю. Здесь показывают человека, который над вашей головой раскрывает какой-то огромный зонт. И зонт такой еще интересный, знаете, вот если ветер дует, зонты выворачивают в обратную сторону. И они уже не на гриб обычный похожи, а на такое вот, как конструкция, как лодочка, да? Вывернутый зонт. И мужчина над вашей головой этот зонт раскрывает, и над своей, над вашей, либо приглашает вас под свой зонт. Но зонт — это у нас защита, да? Защита человека, защита интересов, покровительство, опека, помощь тоже может быть. Но вижу, что с этим мужчиной у вас, да, какие-то деловые отношения будут. Не личные, а именно деловые. И еще я вижу, что вы достаточно долго будете общаться, но не так часто, но долго. Допустим, там раз в месяц будете встречаться, общаться, но на протяжении, 2 лет. И вижу, что под конец ваши отношения перерастут как в дружбу, наверное, больше дружбу. Почему-то мне идет, что этот мужчина к вам будет относиться как, либо к младшей сестре, опять же, да, сколько лет этому человеку, либо даже как к дочери. Вот какие-то такие, знаете, как родные, дружеско-родные. Вот этот второй мужчина, он что-то будет для вас конкретно делать. И
Я вижу, что вы каждый раз радуетесь, что именно с этим мужчиной вы познакомились и стали сотрудничать, потому что этот мужчина очень такой педантичный, пунктуальный, выверенный, правильный, знающий. Мужчина со связями, мужчина, который многих людей знает, и многие люди его знают. Ну, неплохо. То есть у вас, возможно, выбор какой-то, кому пойти, кому обратиться там, со своими проблемами или по задачами. Но вот сама судьба подведет именно к тому, кто нужен, кто точно не подведет, кто все сделает и с кем у вас действительно будет полноценное сотрудничество и реальные результаты. Реальные, вот реально не придумаешь. Кстати, может быть, что и это ваш будущий работодатель. Допустим, вы ищете работу, либо хотите сменить работу. Тогда вы будете работать на мужчину, мужчина-начальник, либо он хозяин этой организации, фирмы, где вы будете работать. И к вам будет какое-то особое привилегированное отношение. Ну, вот будете там периодически как-то где-то пересекаться, общаться, и отношение такое дружеское. А в будущем это вообще как дружеское, родственное, да? Потому что видит вас сестру либо дочь. Никакой пошлятины вам предлагаться никогда не будет. Это прям совсем нонсенс. Единственное, что человек не любит, когда ему врут и не договаривают. Вот это он прям вообще терпеть не может. Хотите, чтобы отношения были идеальными, никогда не лукавьте, да, с этим человеком. Я не буду говорить врать, да, потому что это слишком грубо. И я сомневаюсь, что вы прям врете, да. Ну, может быть такое, что вы что-то не договариваете, да, либо что-то вы не хотите озвучивать. Это может быть. Но этого делать нельзя. Если человек вас спрашивает, вы должны все честно говорить как на духу. Никаких тайн, секретов, лукавства, там, тень на плетень. Этого не должно быть. Иначе это может испортить отношения. Этот человек, вот если он доверяет, то считайте, что вам повезло. Но доверие этого человека очень легко потерять, потому что этот человек категорически не любит, когда ему говорят не то, что есть истина, да, скажем так. И еще, мои хорошие, вот этот мужчина, с кем вам суждено познакомиться, он не только будет вам помогать, он еще кому-то из ваших близких поможет, потому что рядом с вами еще 2 человека. Возможно, это члены вашей семьи, а возможно, это ваши подруги. Да? То есть он не только вам помогает, но через вас он еще 2 людям с вашей стороны тоже будет помогать. Ну, вам, конечно, он в большей степени помогает, тем людям в меньшей степени помогает. Ну, либо отношение, да, такое, что к вам прям сердце полностью открыто, а к этим людям просто доброе отношение. Ну, разницу ощущаете, да? Но опять же, личные предпочтения, вкусы. Почему-то в вас он видит сестру либо дочь. Может, вы действительно напоминать будете, да? Либо по энергетике схожи с его родственниками. Хорошие отношения, хорошие. Какие это отношения конкретно, не могу сказать. Деловые, рабочие. Но то, что зонт над вами откроет, это 100%. Ну, давайте еще на картах посмотрим. Вот здесь тоже пару дней осталось до встречи, до знакомства. Ну, может, не пару дней, там, не 10, но будет. Судьба. Знаете, этот мужчина вам как новую дорогу откроет к тому, что было для вас невозможно, недоступно. Либо решит такие проблемы, которые казались уже, как, знаете, вот человек обречен, да, что выхода нет, все, конец. А этот человек сможет решить. Ну или как благодаря этому человеку вы измените свою жизнь, улучшите качество жизни, обретете больше стабильности. Опять же, контакты, да, могут появиться с нужными и правильными людьми. Ну, точно не прогадаете, когда познакомитесь, вы сами поймете, кто этот человек, что из себя представляет и что вам от этого человека ждать. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.